Административный суд Бишкека отменил итоги выборов в Куйбышевском избирательном округе Орской области. От этого округа, напомним, был избран депутатом Умурбек Бакиров. Конкурент Бакирова в этом округе Равшан Рыспаев в конце прошлого года обратился в суд с просьбой лишить мандата Бакирова, потому что считал, что имел место подкуп голосов. Суд принял решение 7 июня. Умурбек Бакиров, в свою очередь, отрицает факт подкупа с его стороны. Решение административного суда Бакиров может обжаловать в течение 30 дней в Бишкекском городском суде, а затем в Верховном. Эта неделя была очень жаркой и засушливой. По данным сайта «Погода и климат», в Бишкеке 6, 7, 8 июня в этом году побили рекорд метеонаблюдений за всю историю. 40-градусное пекло столица осталась без питьевой воды. Мэрия заявила о нерациональном использовании и временно закрыла некоторые бани, бассейны и автомойки. Но и это не помогло. Целые районы остались без воды, особенно южная часть города. Жители жилмассива Арчабишик пошли на крайние меры и перекрыли дорогу с требованием включить воду. Вице-мэр Бишкека Джигалбек Шамралиев на заседании парламента признался, что власти не ожидали такого исхода событий, что дефицит воды образовался из-за прироста населения и увеличения потребления выше нормы со 170 литров до 500 литров в сутки на человека. Уровень скважин понизился до рекордных показателей. Шамралиев пообещал, что в течение месяца ситуация стабилизируется, а для полного решения вопроса с нехваткой воды в Бишкеке нужно построить новые водозаборы. Для этого требуется около 500 миллионов сомов из госбюджета. Жаңы су водозаборына 150 миллион керек болады. Сельский деген 3 гектар жер тилкесіне дағы біз 120 миллион керек болады. Жана контррезервуар деген жер участогына дағы бізге 180 миллиондай қаражат керек болады. О дефиците питьевой воды в странах Центральной Азии говорили на международном форуме восстания. В мероприятии принял участие президент Садыр Джапаров. Он заявил, что республика приняла национальную водную стратегию до 2040-го. Другими словами, обязалась улучшать госучет воды и экологическую обстановку, обеспечивать безопасное и качественное водоснабжение и водоотведение. Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обуславливает нашу высокую ответственность перед всем регионом. Кыргызстан выступает за важность и значимость осуществления сотрудничества в данной области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона. Страны Центральной Азии столкнутся с повышением температуры на 2 градуса. Это приведет к дальнейшему опустыниванию территории, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Отдельно он остановился на проблеме таяния ледников и потери объема воды в реках Сырдарья и Амударья. По прогнозам Токаева, в течение ближайших 30 лет объем воды в реках сократится на 15%. А всем проблемам с водой еще и этого будто нам не хватало. На этой неделе Бишкек несколько раз полыхал огнем. Крупный пожар произошел сегодня на рынке Дордой в филиале Банка Кыргызстан. На кадрах видно, как очевидцы отодвигают автомобили от места возгорания. Во время пожара прогремел взрыв с машины, сгорели 3 дерева. Пострадавших нет. МЧС устанавливает причину возгорания. Еще один крупный пожар произошел в центре столицы в ночь с 8 на 9 июня. Сгорели склады масла-сырбазы со стройматериалами. Площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. Пожарным удалось уберечь от возгорания кислородные и газовые баллоны, которые могли взорваться. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. По неизвестным причинам сегодня загорелся и взорвался Lexus LX 470. Инцидент произошел на кыргызско-казахской границе. Потушить машину вовремя не удалось, пострадавших нет. Природная стихия охватила и соседний Казахстан. Сгорели 30 тысяч гектаров государственного лесного заповедника Семей-Орманы, расположенного в Абайской области Казахстана на границе с Россией. Жителей 3 сел, расположенных поблизости с заповедником, эвакуировали. Часть депутатов Джорку Кенеша отзывает свои подписи под законопроектом об НКО. Свои подписи отозвали Эмиль Токтошев и Эмиль Джамгарчиев. Последний даже вышел из состава инициаторов документа. Также поступил и нардеп Бактыбек Чойбеков. Он отозвал свою подпись и вышел из состава инициаторов проекта о внесении изменений в закон о некоммерческих организациях.
Как объяснил сам парламентарий, он поддерживал поправки в закон об НКО в части контроля финансовой деятельности. Однако в окончательной версии законопроекта оказались другие нормы, с которыми он не согласен. Депутаты Джорку Кенеша одобрили законопроект о защите детей от вредной информации в первом чтении. За проголосовали 79 депутатов, против только 1 – Дастан Бекешев. Таким образом, авторы хотят ограничить несовершеннолетних от пагубного контента. Но что этот законопроект в перспективе значит в том числе и для взрослых? А то, что ГКНБ с августа, если документ примут во всех чтениях, может начать применять технологию DPI, чтобы блокировать контент, который в Кыргызстане посчитают запрещенным. Об этом сообщила замглавы Минцифры Жазгуль Киизбаева. Учурда улуттук коопсуздук комитети аркылуу DPI деген бир установкалар бар экен. Ошо принимающий передаточный оператор связи, когда вот передают на устройство, они, оказывается, могут заблокировать, поставить такие установки. Нам сказали, что это закрытая информация, и в августе месяце, возможно, уже будет реализовано. Эта технология позволяет видеть и анализировать, какие сайты посещает отдельный пользователь. К примеру, ГКНБ может обнаружить, если пользователь скачивает какой-то запрещенный контент, незаконную программу, даже используя VPN. Все провайдеры Кыргызстана используют систему SRM. Она отслеживает поведение пользователя в интернете, но поверхностно. Что-то вроде «с такого-то устройства заходили на тот или иной сайт» и все. DPI же позволяет получить более подробную информацию о сетевом трафике. Теперь спецслужба сможет, к примеру, отследить тех, кто в сети ищет контент с педофилией или даже читать личную переписку пользователя в мессенджерах. Технологию нельзя провести даже сайтом-анонимайзером, пишут специалисты.